Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz acile yardım hakkında Elzara ekimden laf edecekmiz. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Geçiniz. Sağ olunuz. Эльзара Ханум, пожалуйста, расскажите, насколько важно человеку уметь оказывать первую медицинскую помощь? Это очень важно, потому что любой из нас может оказаться в такой ситуации, когда от быстрых действий и оказания первой доврачебной помощи может зависеть и жизнь человека. Существуют ли какие-то общие правила оказания первой помощи? Самое главное, если человек сталкивается с такой ситуацией, не суетиться и принять важное, главное решение, не навредить человеку и дождаться скорой помощи. Например, очень часто встречаются такие ситуации, как потеря сознания. Хорошо, Эльзара Ханум, расскажите, что нам делать в таких ситуациях? В таких ситуациях нужно уложить пострадавшего на бок, подложить под голову подручные сумку, одежду, сложенную под голову, для того, чтобы дать возможность освободить дыхательные пути для прохождения воздуха, чтобы не запал язык. Ну и обязательно убедиться в наличии пульса и дыхания человека и дождаться скорой. Одной из причин потери сознания может быть и кровотечение. То есть кровотечение может быть открытое, то есть если мы имеем рану с повреждением сосудов, и это кровотечение видимое, и закрытое при, например, тупых травмах живота или разрывах внутренних органах может возникнуть внутреннее кровотечение, которое мы не можем диагностировать без специальных медицинских оборудований. Поэтому человека просто нужно уложить и не дать возможность шевелиться, ждать скорой помощи. Эльзара Ханум, как мы можем помочь человеку, который получил ожоги? При ожогах самое главное предотвратить воздействие агрессивного огня. Либо это огонь, либо это кипяток, либо это напалм, то есть что бы ни было, что причиняет ожог. Тут есть несколько особенностей. Если человек выбегает из пожара весь пылающий огнем, очень часто здесь нарушается психика, и нужно такого человека обязательно остановить. И также потушить пожар, горение на нем, тоже подручным материалом, одеялом, одеждой, пальто, куртка, без разницы. Главное плотненько прижать человека, накрыть одеялом, но ни в коем случае нельзя накрывать сверх головы, потому что человек может дополнительно быть отравленным угарным газом. Поэтому могут быть еще ожоги верхних дыхательных путей. Еще если это ожоги кипятком, то обязательно нужно охладить, то есть обложить льдом, либо опустить конечности или самого человека в холодную воду. Только после этого для предупреждения инфицирования ожоговых поверхностей нужно наложить повязку. Или если это обширные ожоги, то есть тело, нужно взять просто чистую простынь, пододеяльник, без разницы, закрыть человека и транспортировать, дожидаясь скорую помощь, транспортировать в ожоговое отделение. При этом обязательно нужно дать обильное питье, лучше подсоленную воду. Çok sağ olun Эльзара Ханум. Saygılı seyircilerimiz, мына енді керек olsa өзіңізге ve yakınlarınızға yardım etip olursunuz.